проведения Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». Ну, во-первых, разрешите поздравить вас всех с наступившим учебным годом, новым для нас. И, конечно же, пожелать всем крепкого здоровья и, конечно же, творческих успехов в нашей профессиональной деятельности. Что мы с вами рассмотрим сегодня? «Директор года России» – это новый профессиональный конкурс, который пришел как раз на смену когда-то существовавшему до 2018 года конкурсу «Лучший директор школы», который проводился также непосредственно в Российской Федерации. Параллельно все вы знаете, что мы в Республике Коми, начиная с 2018 года, также проводим конкурс «Лучший директор школы», который состоится в этом году по тем срокам, которые уже были установлены. Но наша сегодняшняя задача как раз рассказать именно об этом конкурсе всероссийском. Как и любой конкурс, он имеет нормативные основания. Ну и в первую очередь нужно отметить, что в июле Министерство просвещения Российской Федерации непосредственно утверждает приказ о Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России», но уже Организационный комитет в конце июля принимает непосредственно порядок проведения Всероссийского профессионального конкурса. Учредителем данного конкурса выступает непосредственно Министерство просвещения Российской Федерации, а его оператором Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования». Приношу прощения, приношу извинения за, может быть, какой-то шумы в звуках и так далее. Площадки конкурса в 2021 году организуются на базе Дома правительства Московской области и образовательного центра «Вершина». Ну, а победитель данного конкурса будет объявлен уже в Государственном Кремлевском дворце 10 октября. Непосредственно, какова же цель проведения этого конкурса? То есть она является достаточно общей. В первую очередь, это, конечно же, распространение инновационного, педагогического и управленческого опыта в соответствии с современными тенденциями развития российского образования, которые отражены в ФЗ 273 образованию Российской Федерации, и популяризация педагогической профессии, привлечение внимания общественности к социально значимым проектам в области образования, демонстрация ресурсов и достижений системы образования, ну и так далее. Девиз данного конкурса «От идеи к действиям», и фактически содержание и структура конкурсных испытаний как раз позволяет, соответствует, в общем-то, данному непосредственно девизу. Кто является участником или кто может стать участником данного Всероссийского профессионального конкурса? В 2021 году ограничений по участию руководителей общеобразовательных организаций, функционирующих на территории субъектов Российской Федерации, никаким образом не представлены в виде квот, поэтому вход, по сути, в этот конкурс, профессиональное состязание, является достаточно свободным. По сути, обратите, пожалуйста, внимание, участники конкурса являются руководители образовательных организаций общего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, независимо от их организационно-правовых форм, являющиеся непосредственно гражданами Российской Федерации и имеющие стаж непосредственно управленческой деятельности не менее 3 лет. По сути, принять участие в конкурсе может любой руководитель общеобразовательной организации, соответствующий конкурсным требованиям. Однако на установочном вебинаре федеральный оператор обратил внимание, что, по сути, на это нужно тоже и стоит обратить внимание субъектам, в частности, муниципалитетам, муниципальным методическим службам, которые будут принимать участие, отчасти, может быть, в сопровождении, подготовке и так далее. Хочу сказать, что, конечно же, есть определенные требования по оформлению электронного портфолио, и, конечно же, федеральный оператор попросил не рассматривать, собственно, данное конкурсное состязание как просто возможность получить какое-либо свидетельство уже федерального уровня и так далее. То есть отнестись к данному конкурсному испытанию непосредственно серьезно, потому что фактически любой руководитель образовательной организации представляет непосредственно свой регион, свой субъект, и, конечно же, судить в том числе управленческой культуре и так далее, будут, конечно же, в том числе и по этим, собственно,
как бы действиям. Поэтому мы и обратились в муниципальные методические службы ознакомиться непосредственно с положением об этом конкурсе и, в частности, проанализировать, кто из потенциальных участников может действительно принять участие в этом конкурсе и представить ту информацию, которая необходима как раз именно на первом этапе. Каковы же основные сроки проведения? Итак, регистрация на данный конкурс уже началась 30 августа и продлится она до 12 сентября 2021 года. После этого времени, то есть после 12 сентября, зарегистрироваться уже на сайте будет невозможно, и поэтому дополнительно открывать его и так далее никто не будет. То есть, по сути, остается не так много времени, всего лишь 10 дней для подготовки необходимых документов для первого этапа, для прохождения регистрации на сайте. С 13 числа, то есть когда уже потенциальные участники пройдут регистрацию и загрузят все необходимые документы на сайте конкурса, начнется отборочный этап, так называемый заочный этап, который включает в себя несколько испытаний. Продлится он по 19 сентября 2021 года. И участникам необходимо будет выполнить, по сути, ряд, условно говоря, заданий. Ну и после этого, смотрите, пожалуйста, произойдет отбор уже участников основного очного этапа, который состоится с 5 по 10 октября 2021 года, как я уже сказал, в Московской области. Ну а финал этого профессионального состязания состоится 10 октября в Кремле, в праздничном непосредственно мероприятии, который будет посвящен, конечно же, в данном случае событиям, так скажем, да, связанным с Днем Учителя и не только. Подробнее немного об этих, в данном случае, этапах. В первую очередь, конечно же, нас интересует вопрос, связанный с регистрацией участников, и федеральный оператор обратил особое внимание на необходимость исполнения, так скажем, да, всех требований, обозначенных в прилагаемых документах, при их представлении и при их фиксации на непосредственно сайте конкурса. Итак, для участия в конкурсе необходимо до 12 сентября 2021 года пройти регистрацию на сайте конкурса, получить доступ в личный кабинет участника, сформировать электронное портфолио и прикрепить непосредственно следующие документы. Итак, это справка с места работы, заявление участника конкурса, согласие участника конкурса на обработку персональных данных, скан-копия паспорта участника. И здесь есть нюанс, то есть указывается первый разворот и страница с отметкой о регистрации, именно актуальной и так далее. Да? Скан-копия трудовой книжки участника, то есть первый разворот и страница с информацией об актуальном месте работы. Также фотография в вертикальном формате. Вы видите, размер фотографии должен быть до 10 мегабайт, соответственно, формат тоже здесь указан. И также электронное портфолио. Об электронном портфолио несколько слов я скажу позже, но хочу сразу сказать, что данные документы все размещены непосредственно в положении, в порядке, извините, проведения данного конкурса. Ну и, конечно же, будут доступны для скачивания после нашего вебинара. И хочу обратить ваше внимание на электронное портфолио в связи с тем, что часть этого электронного портфолио в данном случае будет оцениваться уже и, соответственно, учитываться при отборе участников основного очного этапа. В электронном портфолио, которое также оформляется в соответствии с требованиями, указанными в порядке, с ними можно будет познакомиться, указываются такие, так скажем, составляющие. Да? Это общие сведения об участнике, это характеристика его образования, это контакты. И далее не менее важный и, наверное, главный раздел – это достижения. Буквально несколько слов по этому поводу скажу, потому что федеральный оператор попросил, конечно же, всех потенциальных участников досконально ознакомиться с данными требованиями, с данными характеристиками, естественным образом обратить внимание на даже все те сноски, по сути, которые здесь данные сделаны. В достижениях необходимо в данном случае указать следующее, так скажем, информацию по следующим параметрам или направлениям, которые определенным образом оцениваются. Итак, это наличие профессиональных наград, званий, дипломов
за успехи в профессиональных конкурсах. То есть фактически может быть представлена информация о профессиональных наградах, званиях, ведомственных наградах и званиях, учрежденных Минобразования России, Минобразования и науки России, Минпросвещения, которые вручаются за заслуги в сфере образования. При этом обратите, пожалуйста, внимание, что награды, выданные муниципальными структурами, например, управление образования, образовательными учреждениями, организации, благодарности, благодарственные письма любого уровня в этом случае не учитываются. Ну и, конечно же, все это будет подтверждаться или должно подтверждаться соответствующими скан-копиями. Также это победы или призовые места в профессиональных конкурсах федерального или регионального в данном случае уровня. То есть требования в данном случае те же самые. Второе направление по достижениям – это наличие научных публикаций. В частности, будут оцениваться такие публикации, которые размещены в рецензируемых российских или зарубежных журналах. И здесь в данном случае учитываются такие направления, как педагогика, управление образованием и экономика образования, менеджмент, государственное муниципальное управление. Нужно обратить внимание, что публикации или публикационные статьи в СМИ и интернет-ресурсах при этом учитываться не будут, если они будут указаны в данном случае участникам, потенциальным участникам, так скажем, да. При этом хочу обратить ваше внимание, что, наверное, в этом случае нужно учесть это требование, и это не стоит в данном случае делать или указывать. Также, если имеются авторские права на оригинальную педагогическую или управленческую технологию, здесь мы представляем информацию, как раз скан-копию удостоверяющего документа и прочее. Ну и другие публикации в профессиональных изданиях или сборниках, подтверждается в данном случае это все скан-копии титульной страницы и оглавления, где указана непосредственно ваша фамилия и так далее. То есть все нюансы, о которых я говорил относительно, в том числе и публикаций, указаны в порядке, и с ними нужно ознакомиться и ознакомить участников, которые будут принимать участие в этом конкурсе. Еще такие направления, как участие в общеобразовательной организации в федеральных, региональных грантовых программах за последние 3 года. И здесь также подтверждается документами, заверенными работодателем. Наличие общеобразовательной организации статуса инновационной площадки, экспериментальной площадки федерального или регионального уровня за последние 3 года. Вклад общеобразовательной организации в развитие федеральной и региональной системы образования, то есть это реализация так называемых целевых программ. И последнее – это, конечно же, рекомендательное письмо от учредителя общеобразовательной организации. Фактически указывается оно в свободной форме, заверяется руководителем либо заместителем руководителя, учредителя общеобразовательной организации и так далее. Данные направления оцениваются, соответственно, в баллах и, конечно же, позволяют так или иначе руководителю пройти, по сути, или обеспечить, так скажем, прохождение уже в следующий тур, то есть в основной тур. Помимо этого, в электронном портфолио указывается дополнительная информация, которая является, так скажем, дополнительной по сути своей и не всегда обязательной. Эти материалы будут использоваться для размещения на сайте конкурса и в данном случае в том числе интересные сведения об участнике и так далее. Что предлагается охарактеризовать о себе? Это хобби, спортивное увлечение, сценические таланты, девиз для жизни, работы и творчества, ну и интересные сведения о профессиональных достижениях и так далее, и так далее. Хочу обратить ваше внимание, что данный параметр является, по сути, электронным портфолио в этом отношении принципиальным. Почему? Потому что уже на заочном этапе будет оцениваться достижение каждого конкурсанта, и это позволит ему пройти непосредственно дальше. Поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, с этим пунктом очень-очень, по сути, внимательно. Итак, это то, что касается регистрации участников. Резюмируя, хочу обратить ваше внимание, что она должна завершиться 12 сентября 2021 года, потому что уже начиная с 13 сентября зарегистрироваться на сайте будет просто-напросто невозможно. Отборочный заочный этап. Мы с вами говорили, что он состоится с 13 по 19 сентября. Состоит из 2 туров. Вы видите, что это онлайн-тестирование и проверка сведений, указанных в электронном портфолио.
Что значит онлайн-тестирование? То есть для всех зарегистрировавшихся участников будет предоставлена интернет-ссылка на ресурс тестирования, будет предоставлен 1 час, и необходимо будет ответить непосредственно на вопросы. Здесь, насколько из установочного вебинара для региональных координаторов я понял, что будет, собственно, 40 вопросов, да, и, соответственно, каждый из них будет оцениваться по баллу, то есть выполнено задание или не выполнено. При этом круг вопросов будет касаться сферы управления, это управление ресурсами, это администрирование и так далее, и так далее. Это не полный, так скажем, перечень и охват всех вопросов. К сожалению, сказать, что именно, то есть какие направления будут обозначены здесь в этом тестировании, довольно-таки сложно, но я думаю, что на это можно ориентироваться. Также на заочном этапе, мы с вами уже обозначили, это осуществляется проверка сведений, то есть предусматривается проверка сведений, предоставленных конкурсантам в электронном портфолио в разделе «Достижения». По каждой из позиций раздела конкурсанту присваиваются баллы, то есть то, о чем я говорил. И, по сути, максимальное количество баллов, которые можно получить уже на отборочном заочном этапе, составляет, как вы видите, из этих 2 туров 60 непосредственно баллов. Они становятся вот той, так скажем, верхней границей, да, которая, по сути, может обеспечить прохождение уже участника в следующий непосредственно этап, о котором мы с вами сейчас и поговорим. Основной этап конкурса состоит из нескольких туров, в каждом из которых у нас имеется в данном случае тоже несколько, так скажем, ну, наверное, заданий. Давайте их рассмотрим. Итак, первый тур – это конкурсное испытание «Формула успеха». Цель – это демонстрация конкурсантам эффективных управленческих решений из собственного опыта руководства общеобразовательной организации. И вы видите, что здесь данное конкурсное испытание условно подразделяется на подготовку видеоролика, который звучит как визитная карточка директора, ну и выступление на выбранную тему в формате TED. Немножко как раз об этом поподробнее. Начнем мы с видеоролика. Видеоролик может демонстрировать результаты и профессионально-личностный ориентир управленческой деятельности конкурсанта, мотивы участия в конкурсе, ожидания от участия в данном конкурсе и так далее. Тема определяется самостоятельно, имеются определенные технические требования. Вы видите, да, съемка должна быть горизонтальной, 25 кадров в секунду, пропорции видео 16:9, и, соответственно, разрешение вы видите тоже какое. Общая продолжительность ролика до 3 непосредственно минут. Далее, если говорить о второй части выступления на выбранную тему, то здесь может быть представлена информация по таким вопросам, как основополагающие качества и компетенции современного директора школы, достижения, которые были, в общем-то, уже, так скажем, да, получены под руководством конкурсанта, описание реализованного управленческого и социального, подчеркивается, авторского проекта и так далее, и так далее. Тема также определяется самостоятельно, и выступление может непосредственно в данном случае сопровождаться презентацией. Нужно отметить, что на основном этапе конкурса в данном случае критерии оценивания определены, и каждый критерий оценивается и параметры или показатели при их наличии с помощью 3-бальной шкалы, то есть 0, 1, 2, где 0 баллов. Показатель в данном случае не проявлен, 1 балл показатель проявлен частично, 2 балла показатель проявлен в полной мере. Максимальное количество баллов, которое может получить участник за этот тур, составляет непосредственно 70 баллов. Сориентируемся по критериям оценки первого этапа. Ну, во-первых, если говорить, собственно, о видеоролике, да, то это полнота раскрытия заявленной темы, информационная насыщенность, содержательность, качество представления информации и подход к выполнению конкурсного задания, то есть насколько он стандартный, нестандартный и так далее. Точно так же определены критерии и для непосредственного выступления, поскольку они все в порядке есть, я на них в данном случае останавливаться уже не буду. Следующий тур, основной этап конкурса, это конкурсное испытание «Стратегическое решение». Демонстрация участниками конкурса компетенций в области стратегического проектирования в условиях взаимодействия с управленческим составом здесь подчеркивается своей образовательной организации. И каков же здесь формат? То есть разработка конкурсантами совместно с управленческим составом своей школы, проекта или стартапа на основе материалов, представленных в
кейсе. Работа осуществляется конкурсантами и управленческим составом его школы в режиме конференц-связи. Презентацию проекта конкурсант проводит уже в данном случае индивидуально. Ну, вы видите, да, что это несколько такой иной формат уже проведения, потому что, как правило, кейс предлагался в данном случае директорам, и команды уже формировались, например, как это делалось и делается на конкурсе «Лучший директор школы» на нашем республиканском. Команда формируется в этом случае из состава, по сути, участников. Представление в данном случае, решение кейса в целом или материалов кейса будет составлять 15 минут перед самым началом. Соответственно, далее это будет предложено 3 часа для работы конкурсанта со своим управленческим составом школы. И далее, конечно же, будет предоставлено в данном случае 20 минут, то есть 10 из них на презентацию проекта, который, как вы видите, по требованию проводится индивидуально, и 10 минут для ответа на вопросы членов жюри. Оценивание осуществляется в данном случае по тому же подходу, то есть от 0 до 2 баллов, каждый критерий показателей, соответственно, нужно отметить, что максимальная оценка за конкурсное испытание «Стратегическое решение» будет составлять 30 баллов. Например, такие критерии будут оцениваться как качественные характеристики разработанного проекта стартапа, качественные характеристики презентации защиты проекта стартапа, профессионально-личностные качества конкурсанта и так далее. Следующий, третий тур, он состоит из 2 испытаний. Это педагогический совет и пресс-конференция «Вопрос директору года». Мы начнем с педагогического совета. Цель этого испытания – демонстрация конкурсанта профессиональных компетенций в области конструктивного взаимодействия с педагогическим коллективом. И испытание предполагает в данном случае проведение педагогического совета в общеобразовательной организации. Тема определяется самостоятельно по итогам презентации образовательной организации. То есть непосредственно перед всеми участниками будет представлена образовательная организация, на базе которой будет проводиться, в общем-то, данное конкурсное испытание. Будут представлены характеристики педагогического состава, основные направления деятельности образовательной организации, может быть миссия, может быть программа развития и так далее. То есть вся та информация, которая необходима будет и полезна для определения в данном случае темы, определения содержания и формы проведения педагогического совета. Фокус группы учителей – это участники педагогического совета. Они формируются как раз из представителей педагогического коллектива конкретной общеобразовательной организации. То есть, по сути, руководителю нужно будет уже работать с фокус-группой другой образовательной организации в рамках основного этапа конкурса. Нужно отметить, что данное испытание будет проводиться в течение получаса, и, соответственно, само испытание, собственно, 10 минут будет предложено еще для того, чтобы провести самоанализ и ответить на вопросы членов жюри. Оценивание осуществляется с тем же самым подходом от 0 до 2 баллов, и максимальное количество баллов, которое можно получить на этом, по сути, этапе, то есть за это испытание педагогический совет составляет 50 баллов. Оцениваются такие критерии, как постановка цели педагогического совета и его результативность, обоснованность и актуальность выбора темы педагогического совета, организация взаимодействия, информационная и речевая культура, ну а также рефлексивная культура и так далее. Довольно уже традиционным, так скажем, да, становящимся популярным испытанием выступает испытание в форме пресс-конференции, и данный конкурс также не отличается, например, от российского конкурса, всероссийского конкурса «Учитель года России». В данном случае это пресс-конференция «Вопрос директору года». Что по этому испытанию нам важно знать? Цель данного испытания – это демонстрация способности конкурсантов к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности по актуальным вопросам развития образования. Испытание представляет собой пресс-конференцию, в ходе которой участники отвечают на вопросы, полученные через сайт конкурса от представителей разных непосредственно групп, социальных групп. Ну и проводится в данном случае это испытание с участием представителей прессы и профессионально-общественной аудитории. В этом случае, смотрите, пожалуйста, также отводится на проведение этого мероприятия, этого конкурсного испытания 1 час.
Оценка осуществляется по тому подходу, который был уже мною назван ранее, и максимальное количество баллов – это 30 баллов, которые может получить за данное конкурсное испытание участник. Используются такие критерии в оценивании участника. Это ценностное основание, аргументированность и конструктивность профессионально-личностной позиции, масштабность и нестандартность управленческого мышления, коммуникативная культура и грамотность речи и так далее. Это что касается структуры конкурсных испытаний всего, так скажем, да, профессионального конкурса «Директор года России». Информационно-методическое сопровождение конкурса осуществляется на официальном сайте. Вы видите, здесь есть ссылка «Директор года РФ». Официальный сайт конкурса, Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России». Вы видите, как выглядит заглавная его страница. Региональным координатором проведения в данном случае и обеспечения, в общем-то, участия педагогов, извините, руководителей общеобразовательных организаций в этом конкурсе выступаю я. Поэтому вы можете обращаться по телефону, либо по электронной почте, если необходимы какие-то разъяснения по поводу подготовки документов и не только. Поэтому, резюмируя, хочу обратить ваше внимание на то, что наша основная задача, и сейчас я, конечно же, в первую очередь обращаюсь к представителям управления образования Республики Коми, если таковые у нас есть на данном вебинаре, об информировании руководителей общеобразовательных организаций о том, что данный всероссийский конкурс стартовал, в нем можно непосредственно принять участие, но в первую очередь нужно ознакомиться с документами. Нужно оценить, насколько мы действительно можем представить информацию в контексте тех достижений, которые существуют. Во-вторых, конечно же, мы ориентируемся на участников, в частности, мы имеем в виду, конечно же, в первую очередь победителей, призеров республиканского конкурса разных лет «Лучший директор школы». И вот я вижу сообщение, в данном случае, Ирина Анатольевна Слободенюк, я вас приветствую, думаю, что вы будете также размышлять, принять участие в этом конкурсе или нет. Я полагаю, что принимать участие в нем нужно. В-третьих, нужно, конечно же, учесть все эти сроки, которые в данном случае являются актуальными для и установленными организатором, так скажем, да, в первую очередь, это регистрация участников, которая, еще раз подчеркиваю, завершается 12 сентября 2021 года. Необходимо как раз пройти регистрацию, загрузить необходимые, соответственно, документы в электронном портфолио, ну а уже с 13 по 19 сентября приступить к выполнению задания отборочного этапа и, соответственно, затем уже ожидать в данном случае результатов первого этапа. И, соответственно, мне нужно отметить, что по итогам этого этапа в основной очный выходит 30 конкурсантов. Нужно отметить, что федеральный оператор будет дифференцировать в данном случае директоров по типу агломерации, то есть фактически в этот список войдут как директора школ, находящихся или городских, по сути, школ, и, собственно, 15 человек – это директора, представляющие собой, собственно, сельские общеобразовательные организации. Поэтому я призываю наших коллег принять активное участие в этом конкурсе и, соответственно, заявить, по сути, о себе. Соответственно, могут возникнуть вопросы относительно наших региональных, собственно, конкурсов. Как я уже сказал в самом начале, наш конкурс состоится и пройдет. И здесь мы также приглашаем руководителей принять активное участие, подавать непосредственно заявки для участия в нем. И, соответственно, в конце сентября, как это предполагается, пройдет непосредственно очный этап конкурса «Лучший директор школы», наш региональный и так далее. Если же он трансформируется как в региональный этап, то мы, конечно же, учтем это уже и проведем его через год именно как региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», если таковые непосредственно установки будут. Уважаемые друзья, я напоминаю вам, что вы можете непосредственно задавать вопросы, но я не вижу сейчас вопросов, в данном случае их нет и в чате, и нет непосредственно в специальной вкладке. Хочу сказать, что данная информация будет размещена в течение сегодняшнего, завтрашнего дня
в виде новости на сайте Института развития образования, поэтому приглашаю вас и призываю принять активное участие в этом конкурсе. Ну а на сегодня я прощаюсь с вами. Всего доброго. Если у вас есть вопросы или они появятся, вы можете писать, звонить. Уважаемые коллеги, всего доброго, всего самого наилучшего. До свидания.